Саба яйына девам этнекке сайгылы достар ве бізім студиямызда кенеде Мусафыр болуна вешімді біз бұндан әвелсі біз ширлер діңлеген едік, яғни бөлі иджади бір далғаны йөнелішін алдық ве бұ йөнелішіні девам етмеге істейміз. Санат. Кенеде санат ақында лаф етежеміз ве бізім студиямызда Февзия Кубов адына Қырым Мөндеслік педагогика университеті вокал санаты ве дирижерлық кафедрасының студенті Адель Джаникулова. Селям алейкум. Кош келді студиямызға. Как настроение? Настроение отличное, все хорошо. Каким выдался 2020 год для вас? Ну, лично для меня был все равно неплохой год. Ну, много чего хорошего. Были ли какие-то яркие, запоминающиеся события? Ой, были яркие, запоминающие, веселые, ну и грустных, конечно, тоже много, но тем не менее год не такой уж плохой. Много хорошего, что можно Ну, вспомнить. было, да, было и хорошее. А сегодняшнюю тему мы хотели посвятить, конечно же, вашему творчеству. Хотелось бы для начала узнать, с чего все начиналось, как вы пришли в музыку, Ой, как начался ваш творческий путь. Ну, все начиналось с раннего детства, наверное, лет с 6. Меня просто отвели в музыкальную школу на скрипку. Так как у нас вся семья музыкальная, мама даже не спрашивала, хотим мы или не хотим. Мы пошли, конечно, на скрипке я проучилась всего лишь год, а потом, как все помнят, начался сериал «Ранетки». И там девчонки так классно играли на гитаре, что я тоже постоянно брала веник или там что-нибудь и играла. И вот так меня отдали в музыкальную школу по классу гитары и вокала. Так и выучилась. Закончили музыкальную школу, Да. далее следующий этап. Да, закончила музыкальную школу, потом, вообще, честно говоря, я никуда поступать не хотела. Но у меня родители педагоги, они так Опять-таки, аккуратно, да, все было понятно изначально. подошли к этому всему и просто привезли меня в Симферополь, показали мне кипу, и я так посмотрела и подумала, а почему бы и нет. И вы знаете, ни грамма не жалею. Вообще вот ноль. На сегодняшний день хотелось бы узнать о вашей деятельности. Знаем, что вы являетесь одной из солисток группы Джан. Да, вот все-таки создание группы, вот об этом подробнее расскажите. Вы знаете, мы пришли на первый курс, и мы были все такие дети, не знали, что нам делать, куда девать свою энергию. И появилась Зера Ханум Кинджикаева, и она просто направила нас в нужное русло. И мы все первокурсники собрались, и так получилось, что получился такой прекрасный ансамбль, который по сей день существует. Да. То есть музыкальная школа, потом кафедра вокала, участие в ансамбле Джан. То есть музыка занимает первое место в вашей жизни. Ну да, И профессия тоже будет связана с этим. Ну, она уже связана, так как я работаю в детском театре студии Терлям. Вот, и, ну, уже, можно сказать, связала свою жизнь. И хочу и в дальнейшем тоже связывать, продолжать, так сказать. Как мы уже сказали, 2020 год выдался сложным, да, в связи с рядом ограничений, были отменены многие мероприятия, но тем не менее, была ли возможность развивать свой талант и показать свой потенциал? Ну, вы знаете, пары вот у нас проходили дистанционно, но это было не особо заметно. Единственное, что действительно это все было по телефону или по вайберу. Ну, Насколько эффективны такие занятия для музыкантов? Ну, на самом деле, лучше всегда вживую, когда вот преподаватель стоит перед тобой, показывает. Ну, и по вайберу тоже. Мы попробовали новое, почему бы и нет. И в целом результат не такой уж плохой. А на сегодняшний день как проходят ваши занятия? Ну, есть пары, которые проводятся дистанционно, есть которые очно. Ну, в принципе, так же. Приближается сессия. Ой, да, сессия приближается. Один из самых волнительных периодов в жизни каждого студента. Говорят же, студенты живут от сессии до сессии, так и мы. Ну, будем как-то сдавать все это. Готовы? Ну, нет. Как Морально и все студенты только всегда, да? Морально вот почти. Ну, еще есть последняя ночь перед экзаменом, так что время подготовиться будет. Вот ее и ждем. Расскажите об участии в ансамбле Джан. Мы знаем, этот ансамбль до сих пор существует, действует. Какие песни исполняете в последнее время? Изменился ли репертуар? Вы знаете, Что нового появляется? Да, добавилось много джазовых вещей, много зарубежных вещей, русских, украинских.
Ну, развиваемся, развиваемся. Не стоим на месте. В дальнейшем услышите Сметлса. Это главное. Мы знаем, что артистам очень сложно исполнять песни с утра, но все-таки, может, будет такой небольшой музыкальный сюрприз? Ну, музыкальный сюрприз будет, да. Песня Урине Ханум Кинджикаевой «Ватаным». Кстати, вот тоже, благодаря Кипу я с ней познакомилась. О, как здорово. Яллада бою kenarında aman aman gezedim da gezedim o yana da dep yana yüreğime bir ateş düştü buna da yoktur ilacı yüreğime bir ateş düştü buna da yoktur ilacı aman felek hasretimi kavuştur ağaman kavuştur sen beni vatanımdan vatanımdan aman aman vatanımdan. Çok sağ Машалла, olun. браво. Sağ olun. Технически сложная песня, наверное, стоит отметить. Часто ли просят так вот исполнить акапельно в гостях или где-то еще? Но вы знаете, в гостях особенно часто, когда сидят все родственники, вся твоя семья, хочется, если честно, самой вот как-то удивить, порадовать. Когда же попросят? Да, Ну, попросите кто-нибудь. Вроде бы, знаете, бывает такое, что эту песню много раз поешь, и она всегда слушает, как первый раз, а Нашка, родители, с такими глазами восторженными. Ну, почему бы и нет? А вообще, какие песни, какая музыка ближе именно вам? Народные ли это песни или, возможно, современные? Вот хорошо, какая музыка вот в телефоне? Ой, давайте не будем. Мне кажется, Всякое. музыка в телефоне это та, которая нравится в первую очередь. Ну, вообще, я меломан, много разной музыки я люблю слушать. И крымско-татарские народные, и оперные. Это все очень интересно, это все очень полезно. Если честно, к современной музыке я отношусь нейтрально. Не скажу, что прям есть вот любимый исполнитель. Какой Классика. период самый любимый? Это 80-е, 90-е, нулевые? Вообще классика, там, Ну, Бах, классика, Бетховен. да, классика. Честно говоря, классика по душе. Потому что в музыкальной школе мы академическое пение у нас было, и вот как-то классика ближе по душе. Ну, успокаивает. Ну, иногда можно, конечно, и современное. Ну, конечно. А что вас вдохновляет? Наверное, больше всего вдохновляют меня мои родители, которые моим всем победам, маленьким, самым маленьким достижениям радуются, вот как будто я что-то масштабное сделал, знаете. Но это, наверное, каждый родитель так за своего ребенка. Но вот честно, когда они на меня смотрят с вот этим блеском в глазах, хочется еще больше достигать, чем уже достиг. Вы сказали, что вы преподаете в студии. Да. То есть вы занимаетесь уже с детьми. Да. Какого возраста детки? Ой, вы знаете, у нас детки от 5 до 16 лет. И они очень интересные. Такие вопросы бывают каверзные, как зададут, не знаю, что ответить. Ну, Но все-таки в каждом нужно найти, да, талант, мастерство, выявить подход. подход в Я первую когда очередь. только пришла на работу, мне было немножко трудновато, но очень хорошо, что у меня хороший коллектив, и они мне помогли сразу. И, в принципе, как-то вот нормально получилось и с детьми, и со всем остальным. А бывают ли такие случаи, когда на первый взгляд ребенок не очень талантлив, скажем, да, так именно в этом направлении, но он настолько хочет, он настолько стремится и старается, что в итоге он действительно достигает того, чего он желал? Да, я считаю, что главное это желание. И когда человек или ребенок хочет, когда ты его мотивируешь, направляешь в нужное русло, оно всегда получается. Конечно, на первом занятии, не бывает такого, чтобы сразу все получилось. Бывает, что детки детонируют, поют не то, поют не там, вступают раньше времени. Но это нормально. Зато потом, если ты поверишь в ребенка, в его силы, и он в себя поверит, да буквально занятий через 5 они такой же результат показывают, что ты думаешь, ничего себе. Ну а расти всегда есть куда. А вот взрослый человек может попросить там помочь с вокалом? Ну, взрослый, было, да. лет так 27.
Но было и такое, и нормально справлялись. Нужно подход просто действительно каждому найти, кому как комфортно. И вот когда находишь этот подход, получается. Что вы посоветуете молодым вокалистам, музыкантам, тем людям, которые вот только становятся на творческий путь? Ну, я считаю, что не останавливаться ни в коем случае, и если они горят этим делом, то вот до последнего нужно им гореть, потому что это действительно важно, и это действительно красиво и интересно. Çok sağ olun, что посетили нас сегодня. Мы вам желаем успехов, творческих успехов в первую очередь. Поздравляем с наступающими праздниками. И в преддверии Нового года, что вы пожелаете телезрителям? Здоровья, крепчайшего, любви, счастья, ну и чтобы огонек в душе и в глазах горел всегда. Это главное. Çok sağ Çok sağ olun. olunuz. Келгеніңіз үшін хайырлы күндер. İşte böyle sayılı dostlar. Hem laf ettik hem de muzika parçasını dinledik. Sübetimiz sonuna geldi. Lakin programımız daha devam etmekte. Әлбетте, нәвбеттегі қысымымызны сізге тақдим етмеге істейміз. Бұйырыңыз, Саба программасынан айрылмаңыз.